В каких районах Дальнего Востока с 1 февраля можно будет получить дальневосточный гектар? Спасибо. Добрый день, Светлана Алексеевна. С 1 февраля 2017 года возможность получения дальневосточного гектара появляется у всех граждан Российской Федерации. Также граждане республики смогут подать заявление на получение гектара в другие субъекты Дальневосточного федерального округа, таких как Приморский край, Хабаровская область, Еврейский автономный округ, Амурская область, Магаданская, Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. Есть ли ограничения по выбору земельных участков в пределах населенных пунктов? Добрый день, Марьяна Романовна. Внутри населенных пунктов предоставление земельных участков строго ограничивается документами, градостроительными документами, а также правилами землепользования и застройки. Так, к примеру, например, в жилой зоне земельный участок под промышленную деятельность нельзя получить. Также и наоборот, в промышленных районах под индивидуальную жилую застройку. А каким образом оформляется предоставление участка? Добрый день, Айталина Александровна. Для начала необходимо подать заявление на получение дальневосточного гектара. Заявление может быть подано посредством сайта на дальневосток.рф, посредством почтовой связи или обратиться в офис МФЦ или лично в уполномоченный орган. Далее, рассмотрев уполномоченный орган, в случае отсутствия оснований для отказа, направляет договор безвозмездного пользования. Соответственно, далее гражданин подписывает этот договор. Договор регистрируется в Росреестре и дальше уже используется. К какой категории будет отнесен земельный участок, если вид разрешенного использования ИЖС или дачный участок? Спасибо. Добрый день, Анна Борисовна. В случае подачи заявления под индивидуальное жилое строительство, соответственно, независимо от того, в какой категории земель подано заявление, при постановке на кадастровый учет земельный участок будет отнесен к землям населенных пунктов. Могу ли я взять земельный участок в другом дальневосточном округе и после регистрации земельного участка получить там прописку, прописаться? Добрый день, Айсена Сергеевна. В случае подачи заявления в другой регион Дальневосточного федерального округа прописку можно оформить после оформления собственности земельного участка и строительства жилья. Может ли быть отказано заявителю в предоставлении земельного участка по истечении 5-летнего срока в аренду либо в собственности? Добрый день, Алевтина Романовна. В предоставлении земельного участка в собственность или в аренду может быть отказано в случае неосвоения земельного участка или использования его не по назначению. В случае смерти гражданина, у которого в безвозмездном пользовании есть земельный участок, сроки подачи документов на определение права наследования согласно Гражданскому кодексу не более 6 месяцев. Правда ли это? Добрый день, Иван Юрьевич. Да, совершенно верно. Необходимо отметить, что все вопросы, не урегулированные в 119-м федеральном законе, регулируются действующим законодательством, в том числе гражданским.